Только за прошлую неделю сотрудниками госавтоинспекции было зафиксировано 3 ДТП. Самое крупное произошло на автодороге Малгобек-Нижний Курб. 23 сентября текущего года около 2 часов дня на 30-м километре автодороги Назрань-Малгобек-Нижний Курб водитель автомобиля ВАЗ-219120, не соблюдая очередность проезда, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074. В результате ДТП 2 водителя доставлены в РКБ города Назрань. В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия случаются из-за склонности к лихачеству. Автолюбители давят на газ и, не сбавляя скорости, пересекают даже самые опасные отрезки дороги. К примеру, 6 дней назад в городе Назрань по улице Студенческая водитель «Лады Ларгус» врезался в ограждение, в результате чего машина съехала в кювет. В результате данного наезда пассажиры и водитель данной автомашины были вынуждены обратиться за медицинской помощью. 25 сентября текущего года в городе Назрань по улице Коммунальная водитель ВАЗ-2107, не вписавшись в поворот, совершил наезд на препятствие. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир был показан для осмотра в ДРКБ города Назрань. Молодые люди за рулем игнорируют правила дорожного движения. Эта невнимательность вызвана либо неопытностью, либо безответственностью перед другими участниками дорожного движения. В результате вот этих аварий кто больше чаще всего виноват? Из-за чего они происходят? Наверное, из-за скорости, из-за нарушений правил. По этому поводу я могу сказать, чтобы потише ездили, чтобы были бдительнее. Все, чтобы были все живы и здоровы. والله ده سغللوي مولل لورلت ده حد واش نستريش حد بيالي هذا ويسن أوه سو ويدرج جو لورلري بعد القيش سونم وضعي لبوي سجى هم خلص والله ده أنا أقدم خلصنا وغي ولا موتيجوج مكينا شو ديكي بو إزدي بو خزبه شو شرط لوري بعد بركزي خاصة بقى هي правильно нарушать. Правильно нарушать здесь аварии хугятся. Также сотрудниками ГИБДД было проведено профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений правил перевозки детей в салоне транспортного средства. По закону ребенок, не достигший 12 лет, должен ехать в специальном удерживающем устройстве. Автокресло должно соответствовать физиологическим характеристикам ребенка. За несоблюдение требований к наличию и правильной эксплуатации детского удерживающего устройства в автомобиле водители привлекают к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях. Наказание за данное нарушение – административное взыскание в виде штрафа в размере 3000 рублей. Рейды, профилактические мероприятия и впредь будут проводиться сотрудниками ГИБДД на регулярной основе. Правоохранительные органы призывают жителей быть осторожными и, самое главное, ответственными на дорогах. Ведь одна ошибка может привести к неисправимым последствиям. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.